Менделеевск, Татарстан. Прозвучавшая сегодня в Сочи новость о том, что Менделеевск получает новый статус территории опережающего развития, не стал неожиданной, но долгожданной точно. Теперь 5 городов республики имеют выигрышные позиции. Это право дает им возможность вводить особый режим для предпринимателей. В Торах действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от городообразующих предприятий и должно, что, наверное, самое главное, привести к созданию новых рабочих мест. Сейчас в Татарстане по таким правилам уже трудятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и Зеленодольске. Что касается Менделеевска, есть соглашение о намерениях реализовать 15 инвестиционных проектов, строительство молочного комплекса, выращивание рыбы, производство корпусной мебели и многое другое. Новая веха в развитии города позволит создать более чем 600 новых рабочих мест. Это все точки роста, заявил Дмитрий Медведев на совещании с руководителями регионов, участие в котором сегодня в Сочи принял Рустам Минниханов. О точках роста для городов и поселений заходит речь и на встрече татарстанцев со специалистами Агентства стратегических инициатив. И новая инициатива по стимулированию активных и предприимчивых в городах и селах уже появилась. 100 городов – это еще одна инициатива, в которой, безусловно, мы приглашаем к участию лидеров сообщества в городах, муниципалитетах. Молодых активных ждут и в Татарстане. На предстоящем чемпионате WorldSkills на стенде республики подробно показывают и рассказывают о самых интересных компетенциях соревнования, например, робототехники. Здесь представлены как раз компетенции, которые позволяют молодым профессионалам создавать, придумывать и уже в школе разрабатывать интересные вещи для автопрома. Работу татарстанцев в Сочи активно освещали федеральные СМИ. Главный ньюсмейкер, конечно, Рустам Минниханов. На обсуждениях темы региональной политики вновь зашла речь о национальном проекте «Жилье». Комментируя цель строить 120 миллионов квадратных метров в год плюсом, президент Татарстана заявил, главное – обеспечить спрос у населения. Речь снова о доступной ипотеке. 9,51, а уже сегодня эта цифра ближе к 11. Это ничего хорошего, потому что вот, мои коллеги тоже говорят, вот, Мордовия, у нас 16 700 квартир сегодня не реализовано, новых квартир. Деньги любят счет, уверены представители всех регионов. Некоторые на своих стендах это наглядно и демонстрируют. Какой объем инвестиций удалось привлечь в Татарстан в результате работы делегации на Сочинском форуме, специалисты посчитают позже. Одно очевидно, новых дружественных партнеров у республики прибавилось. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Сочи, Краснодарский край.